Знакомьтесь, Мамутус примигениус или мамонт первоначальный. Как так вышло, что мамонты стали символом нашей страны? Почему именно в Якутии их останков так много? И какими древние великаны были на самом деле? В поисках ответов на эти вопросы мы сначала отправимся в музей мамонта, который находится в столице республики, в Якутске. Мамонты – это вымершие животные, отряда хоботных. Они появились, когда климат на Земле стал холодать, в ледниковую эпоху, около миллиона лет назад. Они очень были хорошо приспособлены к холодам, а холода были тогда Серьезные? Очень серьезные. Средняя температура, как пишут климатологи, средняя зимняя температура достигала минус 60 градусов. Это было нормально? Это было нормально. Даже для Якутии минус 60 сейчас это экстремально низкие температуры. Питались мамонты всякими травками, кустарниками, побегами деревьев. В общем, растениями. Зимой в поисках корма они разгребали снег передними лапами и очень развитыми верхними резцами, то бишь бивнями, длина которых у отдельных самцов достигала 4 метров при весе более 100 килограммов. Представляете, какими силачами надо было быть, чтобы таскать на себе такую тяжесть? Зубы мамонтов были хорошо приспособлены для размельчения грубой пищи. В течение жизни они менялись 6 раз. Здесь, в музее, костные остатки мамонтов и тех животных, которые жили рядом с ними. В научном мире данное сообщество млекопитающих принято называть мамонтовой фауной. Так вот, обладание этими уникальными палеонтологическими экспонатами превратило музей в научный и культурный центр. Увы, самые ценные находки, сделанные в Якутии, хранятся вовсе не в Якутии, правда? Совершенно верно. Вот, например, мамонт Адамса. Он был найден в 1799 году давно. на севере Якутии, в Булунском районе. Эта находка имела огромное значение для науки, потому что стало ясно, что мамонты – это не принесенные водами Великого потопа останки слонов и не останки заблудившихся слонов армии Александра Македонского, а это волосатые слоны, которые жили очень давно на севере. Мамонт Адамса хранится в зоологическом музее в городе Санкт-Петербурге, как и березовский мамонт, который был найден в 1900 году на реке Колыма. Это тоже уникальная находка, потому что это единственная и первая единственная в мире находка взрослой туши мамонта. А остальные детки? Остальные детки. Куда мы попали? Что это за кладбище домашних животных? Что это? А это святая святых нашего музея. Это наша сокровищница. Большая морозильная камера, где мы храним туши, останки ископаемых животных. То есть это будущие экспонаты? Это одновременно и будущие экспонаты музея, одновременно и уникальные научные объекты, которые мы изучаем. Да. Ага. Вот перед вами туша ископаемой лошади. Возраст этой находки, геологический возраст 4400 лет. Это средний голодцев. Так, это бивень мамонта, насколько я понимаю. Это бивень мамонта. Это мы нашли летом этого года в Центральной Якутии.
А почему он синий? Когда какой-нибудь органический материал очень долгое время, скажем, тысячелетия, хранится под землей в условиях отсутствия кислорода, он при разложении покрывается таким синим минералом, который называется вивианит. Так, а это козленок, что ли, какой-то? Вот, нет, это единственная в мире мумия первобытного бизона. О. Вы видите, что он сохранился замечательно, тем не менее возраст этой находки почти 9000 лет. Ого. Вот. Это начало Голоцена. В этой морозильной камере хранятся и те находки, которые были сделаны сотрудниками музея минувшим летом, в том числе и образцы мягких тканей мамонта. В присутствии нашей съемочной группы якутские ученые совместно со своими коллегами из Южной Кореи, лучшими специалистами по клонированию в мире, приступили к изучению находок. Внутри бедренной кости мамонта ученые обнаружили очень хорошей сохранности костный мозг, который считается идеальным материалом для исследования клеток. Изучив его на специальном оборудовании, было сделано удивительное открытие. Мы видим, что здесь есть ядра клеток. Они окрашены синим цветом. Вот. Много ядер. Можно видеть даже мембраны ядер и клеток. Есть вероятность, что они целые. Дело в том, что если в дальнейшем при более тщательном изучении целостность ядер подтвердится, то есть шанс на клонирование мамонта. Такое обилие останков мамонтов в этой республике объясняется просто. Здешняя земля – это своего рода природный холодильник, в котором древние животные прекрасно консервировались. Посмотреть то, как устроены земные недра Якутии, мы пришли в Институт мерзлотоведения, идем в его подземную лабораторию. Мы спускаемся на 12-метровую глубину, идем в самые толщи вечной мерзлоты. И это уже чувствуется. Пора утепляться. Вот и спустились. И смотрите, кто нас встречает. Мамонтенок Дима, вернее, его точная копия. Оригинал хранится в Санкт-Петербурге. Дима – великий и знаменитый. Нашли его в 1977 году на границе Якутии и Магаданской области. И вот ценность данной находки была в том, что до этого столь хорошо сохранившихся мамонтов нигде не находили. Мамонтенок Дима. Рост 100 сантиметров, вес 90 килограммов. Возраст на момент смерти 6 месяцев. Имя Димы происходит от названия ручья, вблизи которого была сделана находка. В подземной лаборатории Института мерзлотоведения -8. Температура постоянная круглый год. Тут всегда зима. Здесь мы видим обнажение мерзлых пород, и здесь они представлены песком. Так как здесь много лет назад текла река Лена, было русло реки Лены, это вот пески этого русла. Даже вот остались остатки растений, научным языком это называется алювий. А здесь мы видим мерзлый песок, а в других местах, в других районах Якутии, если вот разрезать толщу земли, то что там мы увидим? Ну, мерзлые породы меняются по типу местности, можно определить. Например, если взять пример лиственничный лес, то под ним будет основная порода – это суглинки. Какие у вас чудесные кристаллы, вот эти ледяные. Да, кристаллы у нас и правда чудесные. Уникальность их в том, что здесь они имеют самые правильные формы, шестигранную. А самые правильные формы имеют кристаллы, которые в своем составе не имеют никаких примесей, никаких растворов. То есть они самые чистые. Да? Еще одна аномалия в том, что эти кристаллы, как снежинки, не имеют близнецов, не имеют аналогов. Все разные? Все разные.
Средняя мощность мерзлого слоя в Якутии достигает 400 метров, а в бассейне реки Вилюй 1500 метров. Это максимальное промерзание горных пород на земном шаре. Почти вся континентальная территория республики представляет собой зону сплошной многовековой мерзлоты. При этом Якутия – самый крупный регион России. Более того, самая большая административно-территориальная единица в мире. Вскоре мы продолжим исследовать наше все. Бесспорный бренд России – якутских мамонтов. В следующей части программы «Царство вечной мерзлоты», поиски останков древних животных и шедевры косторезов Якутии. Продолжаем исследовать наше все. Бесспорный бренд России – якутских мамонтов. Мы уже узнали, что у древних животных появился шанс на второе рождение. И что недра Якутии – это своего рода природный холодильник. В этой части программы «Царство вечной мерзлоты», поиски останков древних животных и шедевры лучших косторезов республики. Собственно, в столице Якутии имеется музей вечной мерзлоты, который тут именуют царством. И судя по вот этому невероятной красоты наряду, который мне выдали, это действительно царство. Чувствую себя не то волшебником Гендальфом, да, не то снежной королевой. Очень красиво, но, наверное, наверняка пригодится. Там холодно. Очень. Да, относительно. Пойдем посмотрим. Да, конечно, тут не май месяц, прохладно весьма. Одевалась, утеплялась-то не зря. Царство вечной мерзлоты. Температура летом минус 8 градусов, зимой минус 18. Длина ходов 200 метров. Как же у вас красиво. Здравствуйте. Здравствуйте. И холодно. Да, это точно. Откуда вот взялась эта пещера, как она появилась? Пещера была образована в 1989 году специальными буровыми машинами. Рыли ее, да, делали? Да, это можно по форме потолков увидеть. Здесь нет никаких креплений, она держится сама. Предназначалась она для хранения пищевых продуктов в масштабе всего города. То есть на весь Якутск. Да, а со временем была заброшена, и сейчас из нее сделали ледяную галерею. Чтобы все, наверное, да, увидели, как же тут Да. в Якутии холодно на самом деле. Хотелось бы угостить вас нашими дарами природы. С Это удовольствием. строганина из чира и водка из ледяных стаканов. Ох, ледяная. Все на самом деле. Ну что, за Якутию. Ой, так, строганина. Прекрасная у вас традиция. Ой, какие же кристаллы красивые. Это естественного все происхождение? Да, все натурально намерзает. Ой, смотрите. Самое большое замороженное молоко. Молоко, натуральное молоко, 110 литров. С ума сойти. А зачем? Наверное, из стратегических соображений. Наморозили. Чтобы было. Да, теперь у нас молочный экспонат такой. Самое большое замороженное молоко. Рекорд занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Был установлен 20 февраля 2012 года за одни сутки при температуре минус 40 градусов. А здесь что такое? Здесь у нас находится тронный зал повелителя холода Чисхана. Каждый год
Дед Мороз берет у него символ холода. То есть Дед Мороз из Великого Устюга сюда приезжает? Да, приезжает и забирает символ холода. А сейчас где? В отпуске можете посидеть на его троне. Так, не заругаете? Нет, почувствуйте себя Чингисханом. Нет, я буду Снежной Королевой лучше. Костюм соответствующий, трон есть, все. А вот и знакомые нам кости мамонтов. Их, кстати, тут можно трогать. Их и единственное, что можно трогать. Все остальное хрупкое И ценное. и ценное. И за это штрафуют. Сколько? От 3000 рублей. Ну, слушайте, серьезно. Не будем обижать ледовые скульптуры. В Якутске, пожалуй, нет ни одного музея без мамонтовых костей. Они представлены везде. Мы же, чтобы выяснить, откуда берутся столь ценные экспонаты, покидаем столицу республики. Останки мамонтов находят по всей территории Якутии. И чаще всего вдоль рек, потому что вода подмывает берег, породу, и кости обнажаются. Есть еще такое понятие, как кладбище мамонтов. Это массовые скопления костей древних животных. Самое известное и самое крупное в мире – Берилёхское кладбище мамонтов. Оно находится на севере Якутии, на притоке Индигирки. И вот там были найдены останки 156 мамонтов. И вот только таких бивней 44 штуки. Мамонтовые бивни. 1 килограмм стоит в среднем 30 тысяч рублей. Таким образом, цена за целый бивень может достигать 3 миллионов рублей. Стоимость зависит от степени сохранности и цвета. Якутия – это вообще единственное в мире место, где мамонтовые кости добывают в промышленных масштабах для продажи. Теоретически любой человек может заняться этим. Нужно только оформить необходимые документы и приобрести лицензию. Однако надо иметь в виду, добыча останков древних великанов – труд невероятно тяжелый. Работать приходится на самом севере республики. Именно там вероятность найти кости максимальная. Но найти мало. Необходимо еще изъять их из вечной мерзлоты. Ее приходится часами размывать сильными струями воды, чтобы не повредить находки. Вот, свое мясо, вот он. Вот идет волосами сюда. А, выкидывай, давайте лопатой. Да я сейчас обмою, это быстрее. Считается, что мамонты вымерли около 10 тысяч лет назад, за исключением своих собратьев, обитавших на острове Врангеля в Ледовитом океане. Те исчезли гораздо позже, всего 3700 лет назад. Что послужило причиной гибели волосатых северных слонов, до сих пор точно не установлено. Возможно, они не смогли приспособиться к изменениям климата, а возможно, их истребил человек. Вот исходя из археологических находок, как строились взаимоотношения человека и мамонта? Человек всецело зависел от мамонта, потому что мамонт давал много мясной пищи. Мясная пища очень нужна была для развития человеческого мозга, поскольку нужны протеины мяса, а не бананов, например. Мясо использовали для еды, а весь остальной скелет тоже не оставался без дела. В ход шло все. Все шло в ход. Вот кости, например. Кости, как? например, в строительстве жилища. Мало того, что их обладывали, еще они строили в строительстве жилища. У мамонта же очень крупные кости. Бедренные кости мамонта – это же вот огромные кости. Челюсти. Вот вы держите в руках челюсть. Челюсти шли для строительства жилища. Бивни шли на строительство жилища. Шкура. Туда же. Но уже тогда особенно ценились мамонтовые бивни. Они очень хорошо поддавались обработке. Из бивней делали различные предметы и украшения. Древние люди в Сибири любили вырезать фигурки птиц и небольшие женские статуэтки. Здравствуйте.
В Якутии косторезный промысел по-прежнему жив. Здесь очень много мастеров. Вообще в нашей стране есть еще регионы, где режут по кости. Но отличие именно якутской школы в том, что тут преимущественно используются мамонтовые бивни, у которых очень много достоинств. Вот такая специализация. Чтобы познакомиться с творчеством современных якутских мастеров, мы вернулись в столицу республики. Тут косторезный промысел особенно развит. А в чем достоинство бивни мамонта, вот с точки зрения резки по кости? Что это за кость? Что это за материал такой? Бивень мамонта – это сам по себе неповторимый, оригинальный и уникальный материал. Работать с ним очень интересно. Бивень по структуре плотный. Он хорошо режется, в отличие, например, от оленьих костей или лосиных. Те слишком пористые. Оттенки цвета у бивня самые разные. От белого до темно-коричневого. Это в зависимости, наверное, от породы мамонта и от того, в какой почве он пролежал тысячи лет. Это тоже может оттенки изменить. А больше всего мне нравится начало работы. Когда берешь материал и думаешь, крутишь, вертишь его, прикидываешь, что можно из него вырезать. Это я люблю больше всего. А у меня получится по кости резать? Если Бог дал, получится. О, ну это, конечно, неведомо никому, как, что за что браться. Так, держите наконечник вот так. Мастера режут вот чем-то вроде бормашины, как в зубном кабинете. И, кстати, пахнет здесь так же. Итак, беру. Так, вот так. Крепко, да? Крепко, ага. И что? Что дадите испортить? Так, вот кусочек бивня. И вот по этому рисунку? Да, не так, а вот старайтесь вот тремя пальцами убрать отсюда. С торца вот по краям держать. Ой-ой-ой, главное ничего не отпилить себе. Так, итак, и как? Вот этим пальцем уперитесь сюда. И вот попробуйте по рисунку пройтись. Годится? Угу. Что-то есть. Вот, хорошо. Даже получается. Линии не такие плохие, очень даже. Только толстые. Ну да, ну ничего, это первый раз нормально. Но вы врожденный косторез. Я врожденный косторез. Я не знаю, конечно, на лилию это не похоже, которая задумывалась изначально, но ну, какой-то такой... Нет, что-то есть, да. Что-то есть? Да. Что неизвестно? Почему? Можно сразу догадаться, что это цветок. Зато сама... Аленький. Аленький. Да. Маленький. Сюжеты работ здешних мастеров чаще всего связаны с якутским героическим эпосом, историческими сказаниями и северной фауной. Вот, смотрите, одних мамонтов сколько? Целые стада. Расценки, надо сказать, серьезные. Это оправдано, во-первых, сам материал дорогой, а во-вторых, ручной труд. Очень долгий, серьезный, кропотливый, практически ювелирная работа. Работа «Зов природы» изготовлена из бивня мамонта. Стоимость 350 тысяч рублей. Местные мастера, в отличие от своих коллег-косторезов из других регионов, никогда не отбеливают и не окрашивают кость. Она такая, какая есть. Бивню мамонта ничего и не надо. За тысячи лет, которые этот материал пролежал в якутской земле, он вобрал в себя так много, что ни в каких приукрашиваниях не нуждается. Главное – оказаться в хороших руках. И тогда мастер-косторез ни много ни мало вложит душу в то, что осталось от мамонта, и
подарит ему вторую жизнь. И вот мы снова оказались там, где были в самом начале, у монумента, установленного в память обо всех мамонтах Якутии. И напоследок давайте еще раз вспомним проект, целью которого является возрождение мамонта. Ведь тут на самом деле идет своего рода соревнование. Параллельно с корейцами, о них мы уже говорили, работают японцы. И те, и другие сотрудничают с якутскими учеными. Кто в итоге победит, пока неизвестно, но в конце концов мы-то окажемся в выигрыше, своими глазами увидим ожившего мамонта. Главное – дождаться.